Ну, Астамуровна, да. Да, без забора. Ну, некрасиво. Здесь, во-первых, такое красивое здание, да? Вот такое красивое здание. Здесь пальмы, здесь магнолии, здесь разные виды деревьев, очень такие прямо эндемичные для Абхазии, то есть собранные, да, самые-самые. И тут раз какой-то вот... это символ закрытости, но не открытости. Все, Хасик, тогда... Нет, он не варит, он с помощью огня разъединяет то, что было сварено. Разъединяет вот эти вот места крепления силовые, чтобы потом их демонтировать легко от столбов. Значит, расскажи, что... Аста, я пропустил, видимо, что-то. Обстановка, ну, люди ждут новостей. За глаза он, я думаю, не боится, потому что он профессионал, знает, куда направлять. Не знаю, я не могу судить за него, говорить за него, но уверен, что он это не первый раз делает. Хотя, знаете, всегда есть исключения. И я за то, чтобы, да, он одевал специальные защитные очки. 150. А откуда такая цифра и откуда такая информация, что стоимость забора и работ по его установке обошлось 158 миллионов рублей? Ну, знаете, если человек свои глаза вот так может использовать, понимая, что он может посадить, да, зрение, ухудшить остроту зрения. Ну, человек взрослый, как видим, да, под 40 лет. Что ему сказать? Ничего не скажешь. Ну да, газ. Нет, без сжания переговоров. Астик, да, забор демонтирует. Ну да, 160 миллионов рублей. Можно было, ну, в центре города сделать трубы и дороги. Вот. Либо немалому количеству семей помочь. Вот, помочь. Ну, в любом случае, сейчас это уже все в прошедшем времени. Вот. С учетом всех проб и ошибок надо двигаться дальше. Три смены хуярить. Эфир идет. Что хочу сказать. Переговоры, да, пока идут. Ну, спрятался, да, человек, видимо, знает, что сейчас. Его зрение, оставьте его. Все, зачем вы сейчас только обсуждаете его зрение? Я же не могу сейчас про него ничего сказать. Главное сейчас не его зрение, а то, что происходит. Человек так использует его. Многие правила безопасности труда не соблюдают. Это как бы их дело. Ему за это заплатили, вот он спокойно делает свое дело. Вот. Сейчас я не буду останавливаться на этом. Так, где молодым семьям. Так, переговоры пока идут, да. Вот. Все. Вот так. Ольга, Зима, добрый вечер. Технику официально Министерство обороны приехало и увезло, увезли представителей Министерства обороны, собственно, туда, где она изначально была, стояла. Так что все нормально.
Ребята, которые пишут на иностранном непонятном языке, не утруждайтесь, вас будут блокировать. Вот. Если не можете писать так, чтобы было понятно для всех, то лучше не пишите. А, Марьям, иногда бывает, да. Добрый вечер, Вика. Да, я абхаз. Вика, Марьям, главное, чтобы ураганов и сели не было. Свет он есть сегодня, завтра нет, потом обратно есть. Привет всем. Ребята, не пишите глупости, не утруждайте, вот, не утруждайте себя, свои пальчики. Вот. Пишите по существу. Не можете писать по существу, смотрите эфир, если нравится. Так что все просто. Правила простые. Я где нахожусь, жена Дэша. Я нахожусь во дворе перед комплексом правительственных зданий. Вот. Город Сухум, Республика Абхазия. Вечер добрый. Ляля, добрый вечер. Привет, гуляю, да. Ну, на днях было все мирно, да. Знаете как, в нашей жизни 21 век вообще стремительный, я вам так скажу, да. Все развивается на глазах. Каждый час что-то новое происходит в общем в мире и вот в частности здесь в Абхазии. Ну, может быть, это и хорошо, может, это и плохо. Вы знаете, время, как говорится, покажет. Асмат, добрый вечер. Убирают, да, убирают. На улице сегодня, ну, так, да, тепло. Ветра нет. Вот. Да, тепло. Почему нет? Очень даже тепло. Убирают. В Батуми сейчас, понял. Как в Батуми погода? Переговоры, а здесь никто не ломает забор, здесь его аккуратно демонтируют, мажор. В администрации, в смысле Марвел в администрации. А где проходят? Нет, переговоры проходят в министерстве, в здании Министерства обороны Республики. В Батуми пасмурно, но здесь в принципе тоже было целый день пасмурно, так сказать, так что неудивительно. Да и расстояние не такое большое, чтобы наши погоды сильно отличались. Вот. Так что здесь люди, люди. Так. Мажор, полиция здесь рядом. Полиция здесь рядом. Полиция недалеко. Сколько здесь метров до полиции? Ну, у нас она еще милиция называется пока. Вот. Метров 3 квартала, 300 метров. 300 метров. Вот видите, вот прямо, если смотреть прямо. 200. Да. Думаю, 300. Раз, два, три. Да. Ну да, 300, ой, 3. Вот видите, вот светофор там зеленый. Вот сейчас красный стал. Ну, в общем, он там. Короче, 300 метров, не так далеко. Забор убирают, забор демонтируют, да, убирают. На благо пойдет кому-нибудь, да, решат. Сухумской крепости надо. Сухумской крепости, совершенно верно. Сухумской крепости, да. Это уже дали. Что? Да, по гранту, да, отдаем. В Министерство обороны? Ну и замечательно. Вот. Это по гранту, да, хотят отдать. Да? Мы ждем результат переговоров. Переговоры, конечно, долгие. Вот. Серьезно очень. Я на одном месте, стою уже минут 20, это не так долго. Ну, здесь тепло, нормально, ветер не дует, а что?
Вы предлагаете мне куда-то пройти? А в смысле сила? С Батуми пишут, с Батуми. С Батуми пишут, видео. Да, прямо 170 человек. Хотите что-нибудь сказать? Особенно Роман Борисович, а? Вообще не хотите ничего? Вообще не хочу. На где Аснамур Русланович? Да? Где он? Знаете? Пойдем искать. Не приехали сюда? Слышите, что не приехали? Нет. Валикум салам, Курган. Не сдаются, конечно. Не сдаются, не сдаются. Вот. Здесь вполне правильно, не видел подпадки. Не заканчиваете это? Нет, я только начал. А, вы сколько будете? Я только начал. Я специально делаю. Да, работа такая. На CNN. В Тбилиси напишите нормально, чтобы видно было, чтобы понятно было. Афина, где вы, где вы? Что опять сегодня? Ничего, все как обычно. А, Афина, где вы? Как долго забор убирают? Как долго забор убирают? Сутки? Сутки. Но здесь очень большой объем работы, действительно. Кто тут у нас в гостях? Не знаю, где тот, кого вы Добрый на. чью фамилию назвали. Добрый. Кто на связи? брат. Чё ты там, как там вообще, чё происходит? Ничего. Нет, ничего, просто люди собрались, ждут результат переговоров, вот и все. А до сих пор это переговоры будут? Конечно, они не могли быстро закончиться. В любом случае переговоры всегда в таких случаях идут 5-6, иногда день идут. Это нормальное явление, потому что здесь ставки, как говорится, очень высокие. Вплоть до жизни людей. Понимаете? Это да, понятно, но вообще, что это Вы стараетесь. Хочу шансай, добрым на сукёбус. Чуть попозже, может, приеду. Ай, мой. Хорошо, наверное. Я спасибо снизу увижу. Давай. Ну, Ольга, Зима, забор на что влияет? Откровенно говоря, я не смогу сейчас так сразу ответить, но для безопасности он не пригодился. Для препятствия прохождения масс людей он не пригодился. То есть он не остановил. То есть его функция была остановить, да, людей. Но забор не остановил. Забор не остановил. Если бы даже техники не было бы, поверьте мне, этот забор бы в любом случае имел бы ту брешь, через которую бы прошли митингующие. Потому что забор, он неодушевленный. А как мы знаем, человек побеждает неодушевленно. И происходит у нас в мире много чего. Тот же самый глобальный кризис с климатом, да? Вот. Вроде человек такой мелкий, маленький, а целый мир с ума сводит. Вот так вот. Заграждение от народа. Ну, совершенно верно. Потому что это самое народное место. Это комплекс правительственных зданий. Вот. Кабмин, МИД. Там. Здесь все располагается. Казначейство и так далее. Вот. Этот забор, я считаю, вот эти решетки на первом этаже необходимо демонтировать. И дверь нормальную, деревянную, красивую, как она была в оригинале, поставить. И окна в оригинале вернуть деревянные, красивые, как оно было. Потому что здание имеет свою архитектуру, нельзя это нарушать. Либо ты убираешь это здание, делаешь там по-современному, либо если оно вот такое стоит 50-х, начало 50-х годов,
что в таком же, ну, по крайней мере, внешне должно быть. Прошлого года 180 миллионов открытых вариантов. Иракли, ты где? Афина, не знаю, к чему эти перемены. Ко мне вопросы, я не гадалка, не ванга, поэтому ко мне, слава богу, ко мне такие вопросы лучше не задавать. Анасып, здравствуйте. Анасып, там посмотрите, пожалуйста, по эфиру, кого надо, как бы, ну, эфир надо держать в хорошем состоянии, так сказать, чтобы нам не мешали. Ладно? Да, 180 миллионов, да, ну понятно. Анасып, работайте по эфиру. Вот. Вот так аккуратненько демонтируют. Вот. Иракли, пока ждем переговоры, пока ждем. Пока ждем. Вот сейчас посмотрим, что там. Вот, смотрите, как идет процесс. Рискую ради вас, да, ради контента. Вас попадет, мало не покажет. Видишь, как уверенно стоите. Откуда обратишься? Откуда? Узбекистан. А? Узбекистан? Узбекистан? Да. О, какой город? Самарканд. Вот. Вы еще Афина не умеете шить? О. Хорошо. Смотрите, раз. Смотрите. Давай. Смотри, оба. Четко. Вот. Вот так и аккуратно. Он и демонтируется наш забор. Красиво. Вот. Очень, это очень красивое зрелище. Да? Потрясающе. А интервью дадите? А, давай. Не, Давай. не хочу. Почему? Ну что, как считаете, что происходит? Расскажите людям о своих ощущениях. Людей среди людей находитесь. Ну, ощущения у людей, ощущение свободы приходит наконец, и ощущение того, что все-таки абхазцы привыкли быть свободными и не сидеть за такими заборами. Да. Поэтому этот забор, он должен остаться в памяти как символ разделения народа, мне кажется, и больше никогда не возводиться. Наверное, одну секцию стоило бы оставить, как напоминание будущим. Ну, может быть, и такое решение будет принято в такое удобное место поставить. Вот, да, текст написать определенный, да, потому что есть дети грудные, которые даже не понимают, что происходит. И они, если им не показать, они не поймут и не будут знать. Конечно, это должна быть такая позорная страница в истории нашего народа, которые должны помнить и никогда не повторять такие вещи. Да. Вот. Ну, ты знаешь, что душа радуется, я смотрю на это. Надо его сейчас правильно использовать. Там, где он нужен. Я знаю, где, я уже сказал, сколько металла нужно, чтобы дал Борцовский стол. Этот металл бы пригодился. Реально 180 миллионов потратили, да? На забор? Забор, работа, перевозка, логистика. Я даже не знаю, ты мне сейчас такую цифру назвал, от которой мне не по себе стало. Ну то кто пишет 158, кто пишет. Ну даже если 58, допустим, Да. не 150, даже 58, для того, чтобы отгородиться от своего народа, потратить столько денег, и вот так, ну, честно говоря, это позор для нас. Неэффективно, да? Неэффективно. Да, так неэффективно. Нецелесообразно. Да, нецелесообразно, да. Или даже можно сказать нецелевой госбюджет, да? Ну, наши налоги. А хотя, может, это подарок был. Ну, если подарок, тогда, ну, можно было бы этот подарок какой-то другой, да? Ну, может, это реально подарок был. Может, он не народные деньги тратил. Мы не знаем.
Точно. Да, нерентабельно. Поэтому доказательства должны быть на поверхности, ну, по крайней мере, попозже, чтобы четко сказать, да, это были народные деньги. Нар, но если это народные деньги, то хотелось бы, что люди, которые придумали их так потратить, чтобы они вернули народные деньги. Да, конечно, конечно. По крайней мере, у народа надо спрашивать, на что тратятся народные деньги, да? Вот. Так, что-то там было написано. Люди кушать не может покупать, они забор покупают. Зачем ломать? А никто не ломает. Красиво демонтируют, чтобы по назначению, там, где он нужен, использовать материал. Никто не ломает ничего. Как вы видите. Сколько денег ушло? От 158 здесь была цифра до 180 миллионов рублей. Вот смотрите, никто не ломает. Кстати, да, очень аккуратно. Профессионально демонтируют. Вот, смотрите, аккуратно складывают. Меня не надо понимать. Для того, чтобы правильно все понять, надо приехать, изучить ситуацию и сделать анализ, и тогда, возможно, можно будет понять. Не, дайте Малороссии пообщаться, дайте, развить тему, дайте. Человек пишет, я вас не понимаю, но это корректно, проблем нет. Меня может человек не понять, это не преступление, это не оскорбление, ничего. Может быть, наводящие вопросы человек задаст, и я отвечу, и человек реально поймет. А может и не поймет, но в любом случае никакого оскорбления нет. Поэтому, ребята, если человек не оскорбляет, не политические лозунги не пишет, то его не надо блокировать. Вот такая вот небольшая будет к вам просьба. Да, Малороссия, можно вопрос? Все корректно пишите, и вас тогда не заблокируют, если хотите реально диалог. Я абсолютно адекватный человек, так что вы можете мне задавать вопросы без проблем. Машаллах, баракаллах. А нет, они ночью и днем работают, потому что здесь объем работ очень большой. И этот забор как символ позора. А позор хочется быстрее смыть, правильно же? Поэтому люди, не покладая рук, работают ночью и днем. А в смысле, работать ночью рабочим, вы не видели, как строятся многоквартирные здания, небоскребы? Там идет работа круглые сутки. Ну, вы первый раз это видите или что? Всегда меняют президента. Ну, это жизнь, всегда меняется президент. Вот. Зачем они его снимают? А за тем, что этот забор не по месту стоит. У народа не спросили, ставить забор вокруг правительственных зданий или не ставить. Взяли и самовольно, те, кто находились в правительственном здании, приняли решение и поставили этот забор. Потратили кучу денег, народных, наверное. А если эти не народные деньги, пусть сделают репортаж, официальное заявление с документом, что это был подарок. Дорогой Нар, ты покажи вот это здание, может быть, люди не видели. Вот это здание. Это народное здание. Много десятилетий работали люди, которые руководили Абхазией. Оно находится на набережной. И никогда за много десятков лет здесь не было забора. И всегда население имело свободный доступ прийти, пройтись по двору. Если нужно записаться на прием, прийти к руководителям Абхазии. И то, что сделали сейчас с этим забором, просто показали, что народ и руководство государства находятся по разные стороны. А народ не хочет быть со своим руководством в разные стороны
никаким образом ни баррикад, ни заборов и так далее. Поэтому народ попросил убрать этот забор, его убирать. А мы, естественно, не за Грузию. Там вопрос, смотрите, вы за Грузию или за Россию? Малороссия, вы за Грузию или Россию вопрос задает. А поясните, пожалуйста, что конкретно вы имеете в виду? Сейчас и Грузия, и Россия проходят очень интересные политические, значит, как сказать вам мягко, потрясения, да, политические. Вот. Что вы конкретно имеете в виду? Задайте более конкретный вопрос. Закон об инвестициях отменили, но, по крайней мере, его не рассматривают эти дни. Просто у людей, видимо, мысли возникают, что вот здесь люди все стоят и они определяются за Россию или за Грузию, они здесь люди пришли. Хорошего вечера, вообще друзья. не по этому вопросу. Закон тоже сняли решетки. Пока нет. Ну, до этого дойдет. Но рабочие работают сейчас, главное, над забором. Потому что все силы брошены сюда. Этот забор надо убрать. А решетки уже потихонечку, они никому не мешают. Вот. Добрый нар, скажи, пожалуйста, договорились на переговорах? Пока нет. Пока нет. Переговорный процесс идет. Да. Ангел добрый. Щелкаем Лексус без номеров, пожалуйста, от забора отойдите. Малороссия, я вам не смогу сейчас ответить на вопрос, смена власти или нет. Сейчас идет переговорный процесс. Я не знаю, какое примут конкретно конституционное решение, потому что там есть разные варианты. Вот. Естественно, сейчас переговоры идут с тем, чтобы выбрать определенный путь, естественно, согласно Конституции, потому что там, опять же, повторяюсь, несколько вариантов, чтобы это было все в законном русле. Никто не хочет, знаете как, что вы про Абхазию говорили, что здесь... Что это? Им кажется, что если мы меняем президента, то у нас курс меняется. Нет, Малороссия, это чуть по-другому здесь работает. Вот, это чуть по-другому. Ну, Европа делает все, чтобы показать их, знаете, позицию, как будто бы Абхазия тень, ее в принципе нет. Такого, ну, то есть они нас не замечают. Ради бога, вопросов нет. Мы как бы всегда готовы и в женевских дискуссиях участвовать, и участвовали. То есть мы открыты для мира. Сюда приезжают люди из Европы, из Америки, смотрят, изучают. Проблем нет. Здесь Абхазия открыта для мира. Никаких вопросов. Мы рады действительно гостям. Информация хархон. Нас вахай хацбаров усква хабсанра усква. Ахрасот подсекунд. Разгоняют, что это оппозиция якобы антироссийская и так далее. И вот, наверное, вот это вопрос. Нет, все понимают, что члены оппозиции и все, кто себя относит к оппозиции, конечно, не против России, а только за тот курс, который выбран Россией. Вот. Это понятно, я это обсуждать даже не буду. А те, кто говорит, это не так, ну, это провокаторы. Они даже на пару вопросов вот сейчас задашь, они не ответят. Да, оппозиция... Ради бога, делайте свои провокационные заявления, никаких проблем. Люди как бы все видят и знают. То есть зачем доказывать, что вода мокрая, там, ну для чего? Я не знаю. В Абхазии России пророссийский курс, он не меняется в зависимости от президента. У нас все пророссийские. Малороссия, Абхазию уважаю, у меня много друзей из Абхазии. Ну дай бог вам здоровья и им, и чтобы ваша дружба только крепла, и чтобы вы... и чтобы вы видели своих друзей, которые процветают и внутри Абхазии, и чтобы вы
приезжали в обновленную Абхазию. Всегда есть к чему стремиться. Совершенству нет предела, как говорится, да? Ну вот, избитые, но понятные фразы. Понимаете, как в каждом государстве уникальный свой курс развития. Вот. Там, например, возьмем... То есть пятначки сейчас все здесь. Пятначка здесь находится. Но если вы знаете курс, который поддерживает пятначка, и пятначка здесь со своим народом, то вы понимаете, какой курс Абхазии, в принципе, ее позиции и всех остальных. Правильно, да? Да, естественно. Пятначка здесь, Ахра здесь, ребята здесь. Да. С нами, с оппозицией, с народом. Ну, я вот по наблюдениям скажу следующее. Это и провластные также знают, что вот здесь, на площади, есть немалое количество людей, которые никогда, вот с 2004 года, никогда не имели отношения к оппозиции. Вот никогда, вот всегда были в этом плане инертны. Но сейчас они здесь. То есть новые лица. Ну, это уже политологи могут расшифровать, почему так, для чего так, зачем так. Вот. Я кто такой? Я обычный стоматолог. Зачем я сейчас буду в эти дебри лезть? Я не политолог, поэтому для чего? Для чего умничать, правильно? Каждый должен заниматься сугубо своим профессиональным делом. Ангел и Анасап, а ну-ка, девочки мои золотые, не ссорьтесь между собой. Марвел, что будет, если оппозиция проиграет в выборах, но в митинге? Вот реально понятия не имею. Сначала хотя бы надо услышать результат переговоров. Вот реально понятия не имею. Народ не расходится, потому что такое смутное время вообще в мире, да, и не только в Абхазии, вот вообще в мире смутное время, смутное. Понятия не имею, куда, что пойдет, понимаете, в какое русло. В прямом эфире вот здесь 225 человек сидит, обсуждаем, какой курс Абхазии надо выбрать. 2000, по-моему. Нет, 2000 у меня было, когда я Софию искал, 2200. Тогда за что кровь лили? Вот. Это 92-3 год. Сейчас я не буду возвращаться вглубь современной истории, так скажем, 92-3 год. Это большущая тема. Конечно, эта тема сейчас не сегодняшняя. Вот сейчас у нас результат переговоров впереди. Безусловно, то, что в 92-3 году, это всегда интересно. Но сейчас конкретно на это времени нет. Три восьмерки, добрый. Так, я не успеваю вас читать. Сейчас, секундочку. Старый президент будет на выборах. Малороссия, понятия не имею. Мы не ссоримся, Анасап. Молодцы, девочки. Так, что я пропустил? GSG. Понятия не имею, кто от кого что будет требовать. Требовали ли вообще. Вот. Я там никогда не находился, не знаю. Я лишь знаю то, что написано на бумаге, черным по белому. Это точно, там с подписями и так далее. Вот. Это я точно знаю. На фото Саша, да, на фото я. Нет, не нашли, София. Доброй ночи, Ольга, доброй ночи. Три восьмерки, то как дела? Так. Просто у него возраст не позволяет. Сухум вопросы. За что вопросы? Диана, зашили на ступни.
Я не, ну, чуть не понял. Богдан, да, я из Абхазии. А требования простые. Сахар из-под ножки можно подговорить? Ну, если он выйдет, если я его увижу, я сейчас искать его не собираюсь туда-сюда, значит, у человека, может, дела свои. Если он выйдет, поздороваюсь, скажу, ах, дальше интервью, если даст, даст. Нет, нет, я не корреспондент, я хирург-стоматолог, который просто пришел посмотреть, что здесь, как здесь с народом. Интересно. О, Богдан Сухума, понятно. Эля, добрый вечер. О, где вы, Эля, были? Где вы, Эля, были? Что-то вас давно нет в эфире. А, Сухум, комментарий не проходит. Еще пиши, может, интернет плохой. А, его мнение очень интересно. Сахара очень сами разделяет мнение. Ну что ты разделяешь? А? Если Россия от новой власти тоже потребует. Ну, если потребует, я думаю, новая власть, наверное, будет что-то решать. Как это Ну, делать, в каком любом формате, случае, те, кто придут во власть, они должны что делать? Работать. Работать, решать вопросы, так или иначе. В любом случае. Вот. Поэтому сейчас что будут делать, честно, не знаю. Потому что, ну, не гадалка. Мы говорим о том, что здесь и сейчас происходит. Мы работаем с документами, которые есть, черным по белому. Нет, это тебя не видно. Кто попал. Меня он уже запустил. Я не видно, я просто показываю. Нет, подожди. Я делаю, ну, надо поговорить, я делаю это для того, чтобы люди видели. Хочет человек со мной поговорить, но я сказал, контент делаю, вот, и что люди хотят слышать меня, вот. Хочешь на прямом эфире 201 человек сказать слово? Взять? Всем привет. Всем привет, это мой брат. Добрый вечер, я тоже из Абхазии, родом, живу в Норвегии. Добрый вечер, Пики и Корона. Скажите, пожалуйста, я, кстати, когда вот, как говорится, санкции, это все пройдет, когда будет облегчение и можно будет спокойно летать в Европу, с удовольствием именно в Норвегию бы я хотел попасть. Я люблю, знаете, холодный климат, снег, вот. Я как-то вот в Ютубе видел блогеров, которые, значит, несколько блогеров, я сейчас их имена не помню, вот, которые прилетели в Норвегию, в разных городах побывали, сделали обзоры, мне очень понравилось, я бы с удовольствием прилетел. Так, извините, я чуть-чуть отвлекся. Так, я стоматолог, да, комментарии не все проходят. Комментарии не все проходят, но, честно говоря, это, ну, от меня не зависит. Видимо, с интернетом, значит, какая-то проблема. Эля, к сожалению, могла... понял. Да, интересно мнение. Ну, если увижу, подойду, скажу, твое мнение интересно, и расскажи людям. Так что проблем нет, если увижу. Интернет, видите. АМГ, алейкум салам. Вот. Сеть нет, хотят не выключать сегодня. Я не знаю, ну, свет я не знаю. Добрый вечер на АТС. У меня на работе стоят аккумуляторы, как бы я не замечаю, выключают свет, не выключают, вообще не замечаю. Вот, комментарии дадите? 200, хорошо, 196 человек. Вот. Я сейчас спросил у депутата, вы комментарии дадите? Он говорит, пока новостей нет. Так, сейчас Георгий Абашидзе. Сейчас я тебя могу запустить в эфир, но и сразу могу убрать, поэтому напиши то, что ты думаешь, а я решу, тебя брать в эфир или нет. Сейчас просто не хочется отвлекаться на ненужное. Да, Лиана, буду на связи. Буду на связи пока. Вот, еще зарядка есть 53%. Вот.
Поздравляю с рождением дочери. Спасибо, спасибо от души. Корни 1,8 зуба, сколько, а верхний зуб мудрости. Позвоните на мобильный номер медсестре поликлиники, она вам эти цены скажет. Не я их устанавливаю. Значит, позвоните 775 тысяч. Вот, и вам все расскажут. Но, понятно, не сейчас, а утром, в рабочее время, естественно. Лейб 4 восьмерки. Однозначно. Мероприятие, ничего, люди вот мирно стоят, ждут новостей, результат переговоров между представителями оппозиции и власти. Вот. Не за что, Бабу, не за что. Не за что. Ну, это в действительности это недолго. Здесь решается действительно судьба сейчас людей, чтобы не было кровопролития, поэтому здесь жизнь людей решена, то есть на кону. Поэтому такие переговоры всегда затягиваются. Иногда сутки, иногда 5 часов идут. Вот, так что абсолютно нормально. И переговоры в таких случаях всегда идут долго. А не только в Абхазии. Вы окунитесь в экскурс, да, переговоров других стран, республик, народов. Лёка, зачем их пустили внутрь? Не ко мне вопрос. Когда люди заходили, я не внутри был. Вот. Ждем новостей, GM, да, ждем новостей однозначно. Сегодня, думаю, сообщат, к чему пришли, думаю, сообщат. Спасибо, ноунейм, спасибо, от души, от души. О чем говорят и на какую тему переговоры? То есть Малороссия, то есть говорят на тему, какой выбрать путь согласно Конституции. То есть там есть несколько вариантов, и если они к чему-то конкретно сегодня придут, а мы это скоро узнаем, то есть это в любом случае будет, естественно, в рамках Конституции. К этому всегда призывала оппозиция. Вот. По поводу назначения ее президента, премьер-министра, вот в этом сейчас весь смак, как говорится. Вокруг этого сейчас идут переговоры. Рэмзи, добрый вечер. Эля, ну, полагаю, что да. Малороссия, требования таковы, что Бадра Гумба, значит, ее президента, а премьер-министр человек из числа тех, кто является оппозицией. Вот как бы и все. Забор, да, вот, пожалуйста, смотрите. Смотрите, идет процесс. А здесь много работы, конечно, здесь и ночью, и днем, здесь, а вот туда, это все оттуда, это большая работа здесь выполнена, конечно. Ой, понятия не имею, понятия не имею. Вечер добрый, М399АА, очень знакомый человек, который всегда поддерживает меня, значит, в эфире. Спасибо, спасибо. Умничка уйдет в пользу. Посмотрим. Посмотрим. Это всего лишь гадание, а мы скоро услышим информацию точно. Да, резонанс по миру огромный, да. Да, конечно, даже сейчас, потому что задача убрать символ позора как можно скорее. Короткий день, зима, ну вот. Так что, Марвел, да, слушаю.
Нет, снимают, демонтируют. Наунак запсунра. Чардамка. А никто никаких гарантий никому не дает. Поэтому и пишется во всех новостях политическое напряжение. Политическое напряжение, понимаете? Политическая нестабильность. Никто никаких гарантий. Да, он без очков, да, он без очков. Но он считает так, что он может работать безопасно. Это мы тоже уже обсудили час назад. Его глаза, его безопасность, вот, его здоровье. Ну, вы молодцы, беспокойтесь, беспокойтесь. Люди с сердцем, видите, даже за незнакомых людей беспокоятся. Вот. Брат из Узбекистана в Ташкенте уже же знают, что в Абхазии происходит вот здесь. Писали тебе, звонили, сказали, да? Андижане. И спросили, как здесь дела, как вас не ущемляют и так далее, да? Ну, у тебя как, нормально, работа есть? Ну и слава богу, хорошо. Ну да, работаете, да, видите. Ну, в общем, парень, да, Мурат, может, и мы уже, Мурат, мы уже час обсуждаем глаза его, что он может обжечь, но так человек работает. У нас глаза не попадают это. Ну, да, вот, то есть он знает, как работает, он не просто так, как бы. Все говорят, нас хотим, мы знаем, как работает. Вот, вы знаете, как работать, правильно? Ну, все, вот. Просто здесь люди за него реально переживают, но я им объясняю, что... Не смотрим это. Да, да. Смотрим, если глазами смотрим... Ослепнет, ослепнет. То есть вы смотрите куда-то выше, ниже, но не фокусируйтесь. Все, понятно, понятно. То есть, ну, видите, как все продумано. Внешне кажется, что он человек, который не умеет свое дело, а он умеет, понимаете как? Вот ты тот стоматолог знаешь, как надо делать. То я как стоматолог знаю, как делать, да, конечно. Конечно. Я у тебя 2 раза был. Да, да, вот я вот сейчас его уже узнаю. Нормально, видите, ночью сразу не узнаешь, а потом потихонечку. Абазинская 41, где маленький рынок. Так, что я здесь пропустил? Обжечь может глаза. Да, это Республика Абхазия, да. Какая гарантия, что он уйдет? А у кого, узбеков задержать? За что? Не знаю насчет автосварщиков. А что случилось? Что случилось? Ничего. Здесь демонтируют забор, который был построен вокруг комплекса правительственных зданий. Не было опрошено население республики, в частности города Сухум. Это здание, оно, понимаете, тут заседает президент, премьер-министр, глава администрации президента и другие высшие чины, элита, да. Мы считаем, парламент, мы считаем, что они должны быть открыты для народа. Ну, мы так считаем. Возможно, вы скажете, мы ошибаемся, но это наша точка зрения. И я считаю, что мы имеем право на нее всего-навсего. Каждый человек имеет право на свою точку зрения. Может, вы скажете, нет, надо закрываться и так далее. Это ваша точка зрения, мы ее уважаем. Но здесь люди пришли, сейчас берут и демонтируют, потому что их точка зрения такова. Так что, если хотите оспорить, пожалуйста, можете спорить, никаких проблем. Да, ангел. Оппозиционеров задержали, но потом их выпустили, да, благополучно выпустили. Хочу сказать, что к оппозиционерам относились там уже в самом здании, где они находились, да, в заключении, хорошо относились, хорошо кормили, поили, ну, тем, что есть, но то есть не было никаких в этом плане ограничений. Конечно, физически не воздействовали на них, то есть
простыми словами, не избивали никого. Большой респект, уважение сотрудникам, которые по-человечески отнеслись к политическим заключенным, потому что мы знаем, как в мире происходит, да, как издеваются, откровенно говоря, в местах лишения свободы конкретно над политическими заключенными. Вот. Ну, надо дать должное, да, надо дать должное сотрудникам, безусловно. Молодцы ребята. Тугбамзия, добрый вечер, добрый. Людей много, ну, вообще, ну да, многовато. Вот здесь, вот на берегу, там, ну, здесь камера, ну, конечно, вам, приходите, увидите сами, здесь реально не видно. За машинами стоят, там стоят, ну, реально не видно. Ну да, принимали действительно жестко, конечно, это и взбудоражило народ. То есть, понимаете как, есть наказание за преступление. И за каждое преступление по Конституции предусмотрено определенное наказание. Правильно? Вот. И такое задержание, это как часть наказания, можно сказать, да? Такое задержание, оно не соответствует тем деяниям, которые инкриминируют этим людям, понимаете, да? Там на видео видно, что у них была стычка, ну, с депутатом. Безусловно, они никого там не избивали, ничего. Ну, стычка, да, перепалка словесная. Безусловно, можно было там сделать хулиганку 15 суток и так далее, но, безусловно, так нельзя было захватывать, конечно. Но хочу отдать должное. Сотрудники, которые произвели в итоге задержание, было сделано быстро, четко, аккуратно. Прямо вот, ну, молодцы, натренированные ребята. Я люблю, знаете, людей, которые свое дело знают. Вот прямо вот красиво. Но один вопрос: за что, да? Когда не за что, тогда вот эта красивая, хорошая, прекрасная работа, она становится вредоносной. Вот в чем вопрос. А я добрый, а я 172 человека веду это общение, вот здесь рассказываю, что, как. Да, Диана, да. Лёка, понятия не имею. Ну, в этом здании точно нет. В этом здании. А на переговорах не знаю. Не могу сказать. Не могу сказать. Реально не знаю. Так, вот уже продвигаемся. Не за что, Лёка, не за что. Просто, Лёка, понимаете, я здесь, ну, в эфире чуть-чуть иногда отвлекаюсь на людей, кто-то здоровается там и так далее, и с опозданием читаю комментарии, и, естественно, с опозданием отвечаю на них, поэтому с пониманием отнеситесь. Вот так. Мурат, нет, здесь не должно быть, здесь никогда не было. А для чего здесь ворота? Это здание, где сидят люди, которые работают на правительство. Ой, на людей. Я оговорился, потому что пока работали на правительство, поэтому и забор построили. А так должно быть, по идее, на людей. А когда ты на людей работаешь, будь то ты президент, премьер-министр, да, это же слуга народа, по большому счету так. Ну вот.
Ну а слуга разве может делать такие заборы и отграждаться? Я считаю, нет. Я считаю, нет. Я не обладаю такой информацией. Вы имеете в виду живые, здоровые или что? А вышли мы слуги, да. Афина, с чего вы взяли? Там все сейчас чистенько и прекрасно. Каждый день идет плановая уборка. А когда зашли, не меньше, не больше, вернее, сделали, чем в 2020 году. Возможно, не меньше, но, скорее всего, меньше, потому что есть кабинеты, которые абсолютно целые и в которые абсолютно, заходили только с дозволения тех, кто там работает. А до этого, 5 лет назад, была совершенно другая картина, вы это все знаете. Часть делегации, они знают, что нас много, они смотрели репортаж Первого канала, и они знают, что мы готовы к любым сценариям. Поэтому наша задача, они попросили просто подождать. Не знаю, Лёха. А там костер обычный. Сейчас я покажу в Малороссии. Да, Мурат, однозначно. Давайте подождем. Если вы ждали, да, столько, давайте еще чуть-чуть подождем. Так что, Афина, говорите ровно то, что сами видели лично. Репортаж с Первого канала — это предательство и подстава. Это из-за... Ха-ха, да. Нет, шашлыки здесь не делают. Шашлыки здесь не делают. Здесь просто сейчас будет развиваться. Ничего нового. Все любите, да, шашлыки? Нормально, мы с вами агенты и все остальное. Так что... Ну да, многие не понимают, но для этого надо все же окунуться, почитать. Вот. Может быть, не минут 5-10, а полдня хотя бы время потратить на изучение ситуации. Считаю, что есть тот, кто хочет, он может для себя подчеркнуть информацию. Вот так вот. Просто я вас уже и вижу, оттуда дожили, я уже думаю, это точно думали, этот уже климат понял, естественно. Но вот это вот рама упала, думали, вот это, и там он Так, вот забор еще стоит. Не знаю, Фина, не знаю, когда выборы, понятия не имею. Дай бог, Мурат, дай бог. Что требуют? Требуют, чтобы по Конституции назначили выборы, по Конституции назначили, значит, ее президента, премьер-министра. Вот и все. Больше ничего. Добрый вечер, добрый вечер. Так вот такие вот дела. Добрый всем вечер. Кого не слышал, не видел. Вот, чуть-чуть упускаю иногда комментарии. Вот. Так что вот так. Так что вот так вот. Сообщения не проходят. Да, многие жалуются.
Давайте, Малороссия, принимаю вас. Ну, действительно, не... Доброго вечера. Просто Добрый. нам представляют такую информацию, что есть прогрузинский лагерь и есть пророссийский лагерь. И прогрузинский это оппозиция. Правильно это или нет? Конечно, нет. А почему вы думаете, что здесь именно вот такие два лагеря может быть? Ну, Или... Нет, то, что нам говорят по новостям, везде... А что за канал такое говорит? Я скажу, мы просто не только в ТикТоке, а в Телеграм-каналах во очень многих и говорят, что есть Понятно. прогрузинский лагерь, и очень многие вот это из оппозиции, они как раз именно прогрузинские. И есть пророссийские, которые не хотят быть там, например, с Ну вот прогрузинским. смотрите. Ну вот смотрите, в оппозиции есть лидеры, да, оппозиции. Сейчас они находятся на переговорах. Значит, двое из них непосредственно принимали участие в войне. То есть не просто там были снабженцами в тылу. Нет, они были на линии фронта непосредственно, да, то есть воевали. А другой, третий человек, все его родные и близкие, дяди и так далее, вот самые-самые близкие, все они принимали непосредственное участие в боевых действиях во время войны. Конечно, против агрессии, которая шла со стороны Тбилиси. 92-3 год. Помним, да, этот момент? Ну, знаем, да, Малороссия? Да-да, 93-й, по-моему, год. Да. То есть здесь люди идеологически не могут быть прогрузинские, в принципе. Теперь второй вопрос. Они прогрузинские или же пророссийские? Конечно же, пророссийские. Потому что каждый из них учился в России. Дети каждого из них живут и учатся в России. Каждый из них свободно и с удовольствием ездит в России. Будь то на отдых, один из членов оппозиции, который сейчас участвует в переговорах, он работает и работал в России. Понимаете? То есть и каждый из них свою жизнь, естественно, дальнейшую связывает с Россией, безусловно. Потому что
Ну, берут с Википедии, поэтому не злитесь на человека. Человек пытается узнать что да как, человек проявляет интерес, поэтому, пожалуйста, без выкриков, без восклицаний, вот. Знайте достоверную информацию, говорите человеку, не надо вот всяких вот этих выпадов. Человек, видите, интересуется, что-то хочет искренне узнать. Поэтому не отбивайте желание человека узнавать об Абхазии что-либо. Мени Абхаз. Мощно. Сидим без света. Где сейчас света нет, скажите? Алмаз, пока ждем. Пока ждем. Мени Абхаз. Мап. Аварасу. Астамуровна, ждем. Малороссия. В любом случае, спасибо вам, что вы проявляете интерес к цифрам, изучаете ситуацию. Это очень, мне лично это очень приятно. Нет, не закончились. Гудауда без света. Не знаю, не спрашивал. Астамуровна, не знаю, не спрашивал. У девушек есть ли дела или нет. Ну, честно говоря, мне даже стыдно спрашивать. Да, помогает, конечно, Малороссия, однозначно. Инкогнито, добрый вечер. Да, в море, да. Вот оно что, Марвел. Вы с Донбасса? Вот оно что. Мы вас приветствуем от души, Малороссия. Астамур, бочку. Нет, там не решат. Гео, что ответить? Я, видимо, что-то пропустил. Напиши, пожалуйста, еще раз. Да, БХ, да. Да, добрый. Инкогнито, как дела? Что нового? Ничего, люди мирно стоят, ждут результатов переговоров. Да. Переговоры, да, еще идут. Написал Гео, что написал? Сейчас, подождите, куртка теплая у нее. Так, переговоры до сих пор идут. Гео, где вы? Что написали? Я просто реально не вижу. Так, норма, спасибо. Спасибо, инкогнито. Вадим, добрый. Гео, напишите еще раз, я вот сейчас увижу точно. Так. Дай бог. СМС не прошло. Гео, напишите еще раз. Добрый вечер. Гео, вы где? Напишите еще раз. Я хочу... Вы дважды задали вопрос. Я хочу реально увидеть, что вы написали.
Конституционный в любом случае. По Конституции есть разные варианты. Что там предусмотрено Конституцией, то и мне и устроит в любом случае. Надо идти в рамках закона. Когда в рамках закона идешь, закон для этого и создан, чтобы никто из этих рамок не выходил. И тогда понятно все, что происходит. Не знаю, где кто, в каких городах и селах, понятия не имею. Гео, напишите еще раз вопрос, а то я не прочитал. Ваши сообщения не видны. Ну вот поэтому я, видите, реально не смог вам ответить. Мне даже неудобно. Я обычно, знаете как, если совсем какой-то эфир бешеный, я не вижу сообщения, да, и люди с пониманием относятся и видят, что я не могу физически ответить. А так я обычно на каждое сообщение отвечаю и все замечаю. Розарио, ждем результатов, пока не прошли. Ждем результатов. Спасибо, Мурат, от души, от души. Гео, еще раз напишите, пожалуйста, может пройдет, может вас блокировали, может быть, я не знаю, как работает ТикТок до конца, и я реально не знаю. Не за что, не за что. Пишите так, чтобы было понятно. Вас заблокируют. Вас заблокируют. Смейтесь, это, конечно, хорошо смеяться, но вас заблокируют. Ай, вредители, вредители. Зашли, посмеялись и заблокировали. Вот для вас это не унизительно, вот вас блокируют. Вот. Для вас это не унизительно? Скажите, пожалуйста. Не, наши, ваши. Здесь не надо такие термины. Это очень чувствительные слова в таких ситуациях, поэтому не стоит так выражаться. Здесь в пятницу кровопролитие почему не произошло? Потому что везде были свои, не было наши, ваши. Везде были братья, везде были близкие, друзья, знакомые, которые бок о бок по жизни идут, шли. Просто один работает там, другой оппозиционер, но это не дало им повода идти друг против друга, поэтому все наши, все наши. Ребята, выбирайте выражения, это все очень чувствительно, люди и так на взводе по всей республике, будьте аккуратны в выражениях. Особенно в моем эфире. Меня Нар зовут, но меня называют иногда Каном. Моего брата зовут Кан, младший. Вот, так что я с пониманием отношусь, откровенно говоря. Амигу, кто что купит, это увидим позже. Сейчас повестка чуть другая. Александр, новости мы сами ждем. Пока свежих новостей нет. Девушки где-то тоже стоят. Девушки, женщины, сестры чьи-то, да, стоят. Вазирович, да, Абхаз. Да, все. Да, нормально, эфир. Так, сейчас. Так, да, Вазирович, да, я Абхаз наш с нами. С нашим всегда договорятся, мы должны. Конечно, Балу, конечно. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Печально холодно очень сейчас. Ну, Александр, сказать, что холодно я не могу. Прохладненько, да, если стоять на месте.
часик будет прохладненько, часик. А вчера и позавчера прямо было холодно, и 10 минут не постоишь. Да, да, немало людей, немало, конечно. Александр, ну, безусловно, а как по-другому? Я всегда был за правду. Ну, вы знаете, вы меня не знаете, вот, да, вот, вы меня не знаете, поэтому вы задаете вопрос, вы за правду. А тот, кто меня знает, он знает, что я всегда был и есть за правду. Так что, да, ну, доказывать, конечно, ничего вам, ну, не буду, это смысла нет, еще и в ТикТоке. Нет, мы не против российского закона, нет. Это соглашение, в общем, предусматривает невыгодные для Абхазии, значит, условия. Понимаете как? Если в соглашении невыгодные условия, его можно пересматривать. И российская сторона всегда готова пересмотреть. И опять же, здесь внутренние причины, почему не хотят пересматривать. Внутренние. Не ищите проблему с Россией и в России. Здесь внутренние проблемы. Да, Мона. Лазан, здравствуй. Ну, не совсем холодно. Да, гудит. Лазан. Александр, знаете, очень хорошо. В Аграх холодно. Это как дозволено резиденции президента Аслана Джани проводит заседание Совета Безопасности в вручении СНГК. Я тоже не знаю, как фичу моргания найти. Может быть, есть здесь из 230 человек морганевцы. Давайте поможем найти фичу моргания и дадим контакты Вазирович. Есть такой ник Вазирович. Все будет хорошо. Аминь. Заеду. Так. Ну да, спасибо, Александр, от души, брат, от души. Просто иногда некоторые вопросительный знак не пишут, и поэтому я все за одну монету принимаю. Волк, ну ничего, здесь люди стоят, ждут результат переговоров, когда объявят. Больше протесту абхазская оппозиция высказала право на долгосрочное пользование россиянами местной земли, чего финские власти даже назвали это продажей родины. Вот, Василий, вот смотрите, Василий ответил на все ваши вопросы. Он русский, он живет в Сочи. Вот. Залог в аренду. Вот, слышите? Это пугает, я бы сказал, местное население, определенную часть бизнеса и элит. В такой ситуации абхазской оппозиции было несложно воспользоваться эмоциями людей. Оппозиция разнородна. Отдельные представители оппозиции настроены антироссийски. На протяжении более чем 2 лет часть оппозиции оказывает противодействие реализации наших с Россией совместных необходимых решений и проектов. Например, вопрос, связанный с передачей Пицунской дачи. К слову, законную передачу России советской госдачи в Пицунде властями Абхазии год назад из-за границы вдруг раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Сейчас, после захвата госучреждений, она снова подала голос. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, она их поздравила с тем, что они совершили вот такую вот акцию. Поэтому мы эту связь как бы с частью оппозиции видим, как минимум, они действуют в некоторых вопросах синхронно. Особенно в тех вопросах, которые имеют отношение, имеют огромное значение для Абхазии в плане взаимодействия
и выстраивания союзнических отношений с Российской Федерацией. Некоторые из них говорят... Абхаз 63, да, дедушки помогают. Завтра мы ему мебель везем. Это я все потом в эфир выложу в Инстаграм. Переговоры пока не завершились. Хвича в Пицунде живет, Боря. Хвича в Пицунде живет, Маргания, Боря. Ой, Хвича Маргания живет в Пицунде, Боря. Прежде абхазская оппозиция уже выступала против закона о взаимном признании решений арбитражных судов наших стран. Теперь же, заблокировав ратификацию инвестиционного соглашения, потребовала отставки президента, приведения к власти временного правительства. Аслан Бжани предложил свои условия компромисса. Слушайте, уберите его вообще. Цены уберите, не слушайте этого гада. Не слышу, сейчас гул. Комплекс правительства здания освобождается. Параллельно с этим я готов подать в отставку. И все готовятся к выборам. Сперва абхазская оппозиция отказалась от такого сценария, хотя всем понятно, что эскалация в этом регионе может иметь необратимые последствия. Для нас крайне неприятный сценарий – это начало там гражданской войны, попытка втянуть Россию в эту гражданскую войну. Вот на это как раз и будут играть разные международные центры, и вот это будут подогревать. И для этого будет работа и с телеграм-каналами, которые есть в Абхазии, и работа разных НКО. Вот это, да, будут пытаться запустить, чтобы там устроить такие беспорядки, чтобы Россия вынуждена была туда вписаться. Тогда это вот тот второй фронт на Кавказе, о котором многие на Западе мечтают, и который, возможно, пытаются сейчас организовать таким путем. Сегодня во второй половине дня при посредничестве парламента путчисты все-таки согласились на переговоры. Президент также сформировал контактную группу. Давайте мы попробуем качественно провести переговоры. Вот сейчас они начнутся, а если к переговорам присоединится российская сторона, нет, не закончилось. Сторона, которая желает нам добра и всегда нам в этом помогает, я уверен в том, что переговоры пройдут конструктивно и приведут к нужному результату. В Абхазии вечером начали. Все ждут, все ждут. Приветствую, приветствую, Аслан. Пазан, ждем, просто ждем. Люди стоят, ждут результат переговоров, просто ждут. Красивая поставленная речь, молодцы. Хочешь дать комментарий по поводу? ТикТок, да, прямой эфир, хочешь? 206 человек. Да. Когда мы заходили, да. Мы никакой конкретно не ожидаем, потому что там разные могут быть ответы согласно закону Конституции о том, кто может быть президентом, исполняющим обязанности, вернее, президента, премьер-министра и так далее. Поэтому сейчас можно только гадать. Один, второй, третий путь может быть. То есть, понимаете, зачем сейчас гадать? Нам все расскажут точно. Вадим Табук. Наказаться сейчас. Да, я отвечаю, да, вот. Так, здесь кто, видишь, в гости хочет зайти. Посмотрим, если ну, посмотрим. Примем, если человек будет все правильно говорить, грамотные вещи, не ругаться, не и так далее. Добрый вечер, добрый. Добрый. Всем пришли. Ну, что там творится, вы понимаете? А? Бжания, вот это же, понимаете, Бжания же сам себя, его выбрали, его не нужно было выбирать. Если его, говорят, на Ростане уходил, он должен уйти в отставку, чтобы не столкнуть, понимаете? Каждый год, каждый выборы у нас вот так. Это не должно быть вообще. Мы должны достойного человека выбрать, чтобы вот такое не получилось. Понимаете? А? Да, все правильно, мы согласны. Вот, все, вот Адгур выступает, Адгур, что у власти не был, кто ИДС поднял, когда бытовые техники подняли, ну, я, примерно, 6 стоило, арестован 15 стоило, ему говорят, все пока до власти пьет, красивые слова говорят, понимаешь?
Смотрите, смотрите, Мы должны говорить, мы должны выбрать такого, который вообще... Но Там вообще правильно, он был для города, он много что сделал для города. Вот его сняли. Его почему должен был снят? А? Мы должны видеть наших героев, кто сделал, что как сделал. Кроме Кана, и что он сделал, ни один мэр города не сделал за все вообще. И сейчас что ли ничего не делается. Мы должны просто выбрать достойного президента на этот раз, чтобы не ошиблись. Вот это все, понимаешь? Женя в Москве сидел, я его вообще не знаю, где был, что было. Его выбрал народ. Кто кровопролитие не получилось, это самое главное. Да. И там наши братья, и здесь наши братья. Кто? Понимаешь? И амсахаровцы воевали, и те воевали, понимаешь? Почему должно ветераны войны отдельные эти бит отделились на два лагеря? Это не должно быть. Мы вместе ли воевали тогда за эту родину, за Абхазию? Когда мы объединимся, тогда будет все хорошо. Пока мы будем делить на ваши, не наши, никогда ничего хорошего в Абхазии не будет, запомните. Да. Понимаете, никогда не... Да. Люди, которые сознанием, которые что-то могут сделать знанием, надо их к власти прийти посадить, а не по знакомству, он за меня голосовал, это мой рост. Это будет, ничего у нас не будет, поймите. Мы за 300 лет мы вперед не пошли. Мы все назад катимся, вперед шаг не сделали. Как можно было, вот я пенсионер, ветеран войны, 4000 получаю, половина на лекарства идет. Как я могу за свет рубль 80 платить, а выходит 3000? Я что, не должен жить, не кушать? Никак. А? Никак. А с вами Жаню дадим 4000, я посмотрю, он как проживет. И все, которые приходят, золотые горы, я обещаю, почему ветеран войны не имеет льготы на 50% свет воды, пенсионерский возраст? Половина ветеранов, участников войны, которые вообще войну не видели, все городские ветераны, вот они воевали. Половина вообще инвалид войны, которые вообще войну не видели. Почему кто с этим разберется, этого надо президент это. Остальные, которые были... Время покажет, кто с этим разберется. И разберется ли вообще. Понимаешь, народ должен выбрать, а не за деньги. Меня деньги дали, я за него. Вот я пока что значит ничего не будет. Вот те деньги, что дают, к чему нас привело. Вот при Андзенбе люди голосовали, и прекрасный этот парламент был, все умные люди были. После этого пошло. Деньги кто заплатил? Айбен из этого парламенте сидит, два слова не может связать. Согласен. Полностью согласен. Есть молодые пацаны, кончили академию, давай их притягивай. Протягивай. Все здесь искать. Покажет, кто притянется. Я думаю, что все будет нормально. Он должен пойти в отставку, которые стояли рядом, которые за него были, все против него. Ему сказали, он должен пойти в отставку. За кресло цепляться не надо. Все. Народ выберет надежду, на это надо достойного человека. Все, я так считаю. Чтобы наши враги не радовались. Вот это надо сделать. Все, спокойной ночи. Так. Без вас, Валиков. Так, в моем эфире не ссориться, понятно? Сразу будете блокированы. А первый и последний раз предупреждаю, вот сейчас не ссорьтесь в моем эфире между собой. Лучше миритесь, хорошо? И все будет супер. Почему не можешь писать? Я думаю, можешь писать, но иногда интернет глючит. Инкогнито пока никого. Как только будут ссориться люди, я уже предупредил, сразу блокирую и того, и второго, и первого, и второго никнейм. Кто там под этим никнеймом, мы не знаем, но двоих сразу блокирую, кто ссорится.
А псны, да, до сих пор здесь. Как положение? Люди собрались, ждут. Ждут тех, кто на переговорах. Дядя ушел. Не знаю где. Все инкогнито, договорились. Спасибо, спасибо, Мэнни. Добрый вечер, дама Сабхази. Да, Марвел? Нет, я, честно говоря, ожидал именно. Переговоры в таких случаях до 8-9 часов в сутки иногда могут длиться, иногда двое суток. Это сложные переговоры, потому что чем выше цена, тем в жизни человека это самая высокая цена. И тем дольше идут переговоры, поэтому здесь ничего удивительного. Ну, народ определит, кто, что, где достойно. Возможно, лидеры в курсе. Абхазия Сухум, Аиша. Абхазия Сухум. Дядя хороший, да, друзья. Дымок. Все ждут хороших новостей. Все от души. Еще как ждем. Все возможно, может и отмечают мир, а мы ждем. Аиша, Сухум. Тони Браску надо говорить с позиции силы. Ну, где-то, может, и надо говорить, но в данном случае все должно пройти мирно и спокойно, потому что позиция силы вызовет тупик, который приведет обязательно к переговорам мирным. Но прежде чем переговоры мирные пройдут, прольется кровь, и это все затянется надолго. Опять же, прежде чем люди придут к мирным переговорам. Абсны не знаю, не обладаю такой информацией, кто где спрятался, не знаю. Незнакомый я не добавляю. Вы сначала напишите, заслужите, чтобы я вас добавил в гости, чтобы вы говорили в моем эфире. Так, Агра и Сухум, красивые города. Да, Малороссия, однозначно. Гео, ну, это не ко мне вопрос, понятия не имею. О, Аиша, до Дубая, это отлично. Туда сегодня один из братьев моих приземлится. Уже приземлился. В СССР. Нет, Глазану, забора не будет. Уже забора практически нет, демонтируют. Вот я здесь часа два стою, вот этой части уже нет. Все. Идет процесс, идет. Страх. Ну, здесь палка о двух концах, понимаешь. Не все так просто, как люди думают. Не все так просто. Время играет в его пользу. Ну, все возможно. Добрый вечер.
Добрый, добрый, как дела? Нормально, вы как? Отлично выступили. Все. Спасибо. Отлично, молодцы. А вот здесь в ТикТоке 246 человек. Сейчас общаемся по поводу этой темы. Замечательно. Разговариваем. Да. Надо. Многим людям Можешь правду. в прямом эфире? Да не. Потом. Уже все. Да, молодец. Да. Уже дальше мозолить людям тоже глаза не надо. Информация есть. Пост тоже выложил окончательно, где я выразил свою позицию. С народом нужно. Молодец, Всегда. молодец. Скажешь что-нибудь в прямом эфире, не хочешь? Нет? Так что, вот так, значит, что я пропускаю? Сейчас, пока я здоровался, значит, так, Аиша, принимаю. Город во что превращается. Не каждый мужик так сможет, да. Добрый, наверное, переговоры не прошли. Ливан нет, пока не закончились. Либра, да, Барас был. Ну, в любом случае есть какая-то определенная поддержка Гео. Всегда есть те, кто поддерживает. Феликс, на что нет ответа, я извиняюсь, видимо, что-то пропустил. Сколько еще ждать будете до конца утра? Не знаю, обстоятельно, не знаю. Родину умом надо любить и сердцем. Да, в данный момент идут переговоры. Пчеловод, в любом случае смена поколений будет. Это непременно будет смена поколений. Жизнь такова, что поколения сменяются. Погреемся немножечко, да? Поколения сменяются. Все будет четко. Кобра. Нет, переговоры в Министерстве обороны. Ну, хотелось бы, чтобы смена была естественным, ненасильным способом, красиво, аккуратно, чтобы все было. Надо шашлык. Ну, приходите, сделаем шашлык. Маринад хороший принесите. Вот идет процесс видео, нам снимают шашлык надо, да, такой жалко костер в холостую, да? Конечно, шашлык надо. Кто у нас здесь гость? Тему принимаем. Гоша тут, но сейчас не в эфире. Хотя бы кукурузу принесите, пошарим. Абхазия — страна души. Мы не об этом. Тут что творится? Стоят, ждут новостей, ждут результатов переговоров. Ждут. Так, мама лыку можно, да. Сколько раз мы обжигались, все правильно. Да, Либра, однозначно.
Ноунейм. В смысле, почему меня не могут найти в поиске? Мою аватарку видите? Мое имя, фамилия видите? А, если у человека iPhone, что-то сейчас происходит, айфоны вроде не могут выйти в эфир. Я не знаю, как это работает. Не знаю, я не видел Алхаса. Может, и здесь. Абхазия, страна души, я добавляю, но надо разговаривать. Во всем мире. VPN нужно, надо было полевую кухню. Так, Абхазия, страна души. У вас есть 5 секунд. Начнете говорить, оставлю. Не начнете, вырубаю. 1, 2, 3, 4, 5. Все, включаю. Чем занят? Ничем не занят. Стоим, ждем. Ждем информацию. Ждем информацию от переговорщиков. Хасан, выключи. Ема Хасан, это бестохонный сделай зарубкой. Так, ребята, отключаю. Кто не разговаривает, отключаю. Нет никакого хипиша. Со связью, видите? Связь такая. Дождя нет. По крайней мере, здесь в Сухуми дождя нет. Вот. Ждем результаты переговоров. Возможно, затянутся, да. Все возможно. Так, ребята. И я с вами чуть позже свяжусь. Сейчас у меня зарядка садится. Все. Чуть позже я выйду на связь.